Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. 28 октября в Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия прошла пресс-конференция, посвященная результатам проверки контрольной палатой организаций подведомственных Министерству культуры. Ранее контрольная палата республики проверяла деятельность государственных, республиканских и муниципальных предприятий, подведомственных Минэкономики Абхазии. В ходе проверок контрольная палата республики сделала вполне определенные выводы. Какие именно, мы обсудим с нашим гостем в студии немного позже. А сейчас о том, что еще интересного произошло на этой неделе. Роланд Матуа познакомит с обзором новостей. Абхазия намерена поставлять в Крым сыпучие строительные материалы. По словам министра экономики Адгура Арденба, поставки инертных материалов, а это щебень, песок, гравий, будут производиться морем. Министр добавил, что прогнозируемые объемы поставок исчисляются миллионами тонн. Предварительные переговоры были проведены в Москве в ходе встречи премьер-министра Абхазии Артура Микваби и главы Крыма Сергея Аксенова. Подписание соглашения планируется в рамках Сочинского экономического форума, который начинает работу 13 ноября. Ранее были достигнуты определенные договоренности. Сейчас идет этап проработки. Общий объем необходимый для того, чтобы удовлетворить тот спрос, который есть в Республике Крым, составляет порядка 20 миллионов кубических метров инертных материалов. И мы с ними сейчас находимся в режиме переговоров. Также мы встречались в рамках, во главе с премьер-министром нашим, на площадке Сочинского экономического форума с Аксеновым, говорили об этом. Опять же, поставили определенные точки. В целом есть намерение, и соответствующая у нас инфраструктура есть, соответствующие запасы есть, качество есть, цена, которая предлагается нашими производителями. Мы предварительно уже это все проговаривали с ними. Цена, которая была выставлена нашим коллегам из Республики Крым, она их устраивает. То есть на такой стадии находится. Пока конкретных договоров нет, но есть уже несколько поставок, несколько кораблей мы уже поставили, уже частные компании поставляют, но это такие пробные шаги. Но такого комплексного, мы как раз хотим подойти, чтобы это было такое комплексное решение, в которое мы объединим не только одного и двух производителей, всех наших производителей, потому что тот объем, который необходим для того, чтобы удовлетворить тот спрос, я думаю, что практически все наши предприниматели, которые в этом направлении работают, они будут задействованы. Государственный комитет по экологии и охране природы Абхазии ввел полный запрет на добычу рыбы в нерестовый период в реках с 23 октября по 30 ноября. Запрет введен в целях охраны нерестового стада рыб семейств лососевых в период нереста в реках нашей страны, а также недопущения браконьерства в части охраны рыбных ресурсов. В нерестовый период запрещается также производить промысел рыб, в частности специализированный промысел рыб семейства лососевых на всех крупных реках – Псол, Бзып, Мчишта, Хыпста, Аапста, Гумиста, Киласур, Мачара, Кудор, Алцга. К зиме, к началу нереста он поднимается к истокам наших рек, где происходит икрометание. Поэтому в связи с этим, дабы сохранить поголовье ценных видов рыб, мы вводим такой запрет. Что в этот период, как я уже сказал, они не производили никакой вид промысла рыбы. Там не имеет значения, вы добываете именно ценные виды породы, это лососевые, или на какие-то другие виды, чернопуз, усач, разницы нет. В этот период полный запрет на промысел рыбы в наших реках. Но если там не перечислять все виды рек, которые подпадают под это, то вкратце могу сказать, что это Псол, это Кодор, Гумиста, Алцга, и пару рек, крупных рек, Чишта, Киласур, на которых промысел полностью запрещен в этот период. 26 октября в Сухуми завершился 8-й международный конгресс студенческой молодежи «Интердиалог Апсны.су». В нем приняли участие 120 студентов из 12 вузов России и Абхазии. С представителем оргкомитета конгресса встретился первый вице-премьер правительства Шамиль Адзенбар. На встрече отмечалось, что мероприятие прошло на высоком организационном уровне. Также отмечалось, что студенческий конгресс обязательно будет иметь продолжение как в Абхазии, так и за ее пределами.
27 октября президент Абхазии Рауль Хаджимбов встретился с представителями общественности, политических партий и неправительственного сектора. На встрече обсуждались вопросы общественно-политической жизни страны, были заслушаны замечания и предложения присутствующих. Президент подчеркнул, что основные направления политического и социально-экономического курса развития страны выбраны верно. Это курс, связанный с формированием полноценной экономики, реформами, модернизацией работы силовых структур, качественным развитием взаимоотношений с Россией и сохранением нацеленности на достижение широкого международного признания. Думаю, что только это направление выведет нас к основной цели – созданию современного, развитого, экономического, самодостаточного, по-настоящему суверенного и международно признанного государства. На этом пути никто не застрахован от ошибок. Я думаю, известно всем, кто не ошибается, тот, кто ничего не делает. Мы готовы эти ошибки признавать, открыто и честно о них говорить, принимать меры к их исправлению. В этом деле роль и содействие нашей общественности, гражданского общества неоценимы. Мы не боимся критики. Критика – это необходимо. Она позволит нам понять наши слабые места, недостатки, исправляться и, следовательно, улучшать общее положение дел. Президент Рауль Хаджимбов выразил заинтересованность в регулярном общении с представителями общественности, экспертных и аналитических кругов, деятелями неправительственного сектора, подчеркнув при этом, что диалог возможен с теми, кто готов слышать. По мнению президента, подобное общение может осуществляться и на площадке Общественной палаты, других структур и организаций гражданского общества. Правительство Абхазии установило максимальные предельные цены на хлеб. Постановление о государственном регулировании цен на хлеб и муку пшеничную подписал 27 октября премьер-министр Артур Микваби. Согласно постановлению, 1 килограмм хлеба из муки высшего сорта теперь будет стоить 34 рубля 40 копеек, 600 грамм 20 рублей 60 копеек, первого сорта 31 рублей 60 копеек за 1 килограмм, 600 грамм 19 рублей. Второго сорта 29 рублей 70 копеек за 1 килограмм и 600 грамм 17 рублей 90 копеек. Премьер-министр Артур Микваби 27 октября провел рабочее совещание, которое посвящалось вопросам подготовки Российско-Абхазского делового форума, реализация потенциала двухстороннего сотрудничества. 6-й Российско-Абхазский форум пройдет 13 ноября в Абхазии. Цель форума – привлечь инвестиции для малого и среднего бизнеса, финансирование инвестиционных проектов в области строительства, промышленного производства, туризма, сельского хозяйства. В Музее боевой славы имени Владислава Арзенба 27 октября презентован миротворческий проект «Созидатели мира», инициированный фондом Бергхоф совместно с Центром «Мир без насилия» имени Зураба Ачба. Израиль, Египет, Колумбия, Кавказ. На выставке представлены истории более 30 конфликтных регионов. Основная цель проекта – показать путь к миру, обращение с призывом участвовать в процессе миротворчества. На выставке был представлен и Кавказский конфликт, вследствие которой была война в Абхазии. Выставка «Созидатели мира», посвященная проблемам миротворчества, продлится до 10 ноября. В селе Багмаран в расположении артиллерийского полка Минобороны Абхазии 27 октября стартовала 11-я республиканская военно-спортивная игра «Аяйра» для учащихся старших классов школ, городов и районов республики. В программе соревнований сборка и разборка автомата, бег на различные дистанции, подтягивание на перекладине, строевая подготовка и многое другое. Цель подобных мероприятий – военно-патриотического воспитания молодежи, подготовка к службе в вооруженных силах, а также развитие навыков, необходимых в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях. Спецтехника МЧС Абхазии будет усилена дополнительными защитными элементами для повышения уровня эффективности при чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба спасательного ведомства страны. В республике уже находятся специалисты из России непосредственно от завода-производителя пожарных и иных машин специального назначения. В частности, будут укреплены 7-тонные баки для забора воды, а также автомобильная подвеска для повышенной проходимости в горной местности. Все работы ведутся согласно договоренностям между МЧС Абхазии и России на безвозмездной основе с использованием спецматериалов от производителя. С 1 января 2016 года многодетным семьям будут увеличены пособия. Постановление об этом приняли 29 октября члены правительства на очередном заседании Кабинета министров. Установлено ежемесячное пособие на каждого ребенка. Если в семье от 1 до 3 детей по 500 рублей, если от 3 до 5 детей по 750 рублей, если от 5 до 10 детей по 1000 рублей. Ранее суммы пособий по категориям составляли 150, 300 и 500 рублей соответственно. Увеличились пособия почти в 2 раза. Нагрузка на бюджет составит около 40 миллионов рублей. Также члены правительства приняли решение по ряду других вопросов. Постановлением Кабинета министров утвержден производственный календарь на 2016 год.
согласно которому, к примеру, в новогодние праздники граждане будут отдыхать до 11 января. Генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломя признал недостаточной деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Такую оценку дал генпрокурор на состоявшейся 29 октября коллегии органов прокуратуры республики. По информации Ломи, за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 1044 преступления, в том числе тяжких и особо тяжких. Вместе с тем Алексей Ломя сообщил, что установлены факты хищения более чем на 50 миллионов рублей при строительстве 2 дошкольных учреждений в Гудауте и составлении проектной документации по Сухумскому стадиону, а также другие факты хищения денежных средств в крупном размере. В развитии двусторонних отношений между Абхазией и Татарстаном в рамках договоренности президента Рауля Хаджимба и главы Татарстана Рустама Минниханова в нашу республику прибыла делегация Госкомитета по курортам и туризму Татарстана. В состав делегации входят также руководители 15 туристических фирм республики. В рамках визита они планируют посетить ряд туристических объектов и достопримечательностей в Гагре, Пицунде, Гудауте, Новом Афоне и Сухуме. В составе этой делегации руководство 15 турфирм, которые имеют целью своими глазами увидеть нашу туристическую инфраструктуру, посетить их и сформировать свое собственное мнение для того, чтобы потом в будущем присылать сюда своих граждан для того, чтобы они отдыхали на наших объектах. Во время визита они планируют посмотреть до 20 объектов. Это отели, гостиницы, дома отдыха, посмотреть, как можно размещать своих граждан в отелях, как там кормят, посмотреть, как их обслуживают и какие виды развлечений существуют. А также они будут посещать объекты, экскурсионные объекты, которые они увидят своими глазами. 30 октября отмечался День памяти жертв политических репрессий. Жесточайшие политические репрессии 30-50-х годов прошлого века не обошли стороной и Абхазию. Жертвами в основном стали представители зарождающейся абхазской интеллигенции. По официальным данным, в годы сталинских репрессий в Абхазии погибло около 7 тысяч человек. В память о них к мемориалу жертв политических репрессий в Сухуме прошли возложение цветов. В церемонии приняли участие руководство страны во главе с президентом Раулем Хаджимба. Память жертв политических репрессий почтили родственники репрессированных, общественность. 30 октября в нашей стране отметили День науки Республики Абхазия. В этот день в 1997 году был избран первый состав Академии наук Абхазии. В честь этого события президент Рауль Хаджимба встретился с молодыми учеными и аспирантами. Он поздравил их с Днем науки Абхазии и отметил, что невозможно стать полноценным и эффективным государством без развития его интеллектуального потенциала. Президент подчеркнул, что очень важно, чтобы роль молодых ученых в развитии абхазской науки возрастала. При этом он отметил, что необходимо усовершенствовать систему финансирования исследований, в том числе перейти от зарплатного финансирования к проектному и грантовому выделению средств. Президент сообщил, что уже заложен грантовый механизм финансирования научных исследований в бюджете 2016 года. Это были основные новости нынешней недели. А сейчас вернемся к главной теме нашей программы – итогам проверок Контрольной палаты Республики, организаций и учреждений подведомственных Минэкономики Абхазии и Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики. Обсудить эту тему в рамках нашей передачи согласился председатель Контрольной палаты Республики Абхазия Роберт Аршба. Здравствуйте, Роберт Иванович. Роберт Иванович, перед тем, как мы приступим к нашей беседе, я бы хотела, чтобы мы посмотрели с вами сюжет, который подготовили наши корреспонденты. Пожалуйста. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсаля сообщила на брифинге, что в июле Контрольная палата представила заключение по инициированной Минкультом в конце 2014 года проверке. Аудиторы Контрольной палаты провели проверку использования бюджетных средств, выделенных на содержание Министерства культуры и 28 подведомственных организаций за 2012 и 2013 годы. По заключению аудиторов, в самом Министерстве и подведомственных организациях состояние бухгалтерского учета неудовлетворительное. По словам Эльвира Арсаля, по объектам, восстановленным по российскому комплексному плану развития Абхазии и сданным в эксплуатацию, не проведена инвентаризация. Те замечания, которые были в контрольной палате, они были учтены. Ряд лиц получил выговор. Я хочу сразу ответить на вопрос, который мне часто задают. Почему вы не отстранили людей, те, которые отвечали за бухгалтерский учет? По закону о бухучете нельзя отстранить человека, пока он не сдаст свой период. Те предписания, которые нам дает контрольная палата, мы не карательный орган.
Они нам дают как административные инструкции. Но если в их заключениях есть состав преступления, они полномочны передать в другие органы. Нет, не полномочны, они обязаны. Проверка, проведенная контрольной палатой, установила, что организационно-правовая форма заповедников не соответствовала законодательству. Заповедники не могут быть хозяйствующими субъектами, иметь спецсчета и зарабатывать деньги. Теперь они будут оформлены как государственные учреждения. Министр культуры Эльвира Арсаля подчеркнула свою заинтересованность в упорядочении работы возглавляемого ею ведомства. Амра Амичба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Роберт Иванович, вот сейчас мы только с вами посмотрели сюжет, и там отражена общая информация. Я бы хотела вас узнать, на предмет чего осуществлялась проверка и какие организации были подвергнуты проверке? Предмет контрольного мероприятия это было целевое использование выделенных бюджетных средств на содержание аппарата Министерства культуры и его подведомственных структурных подразделений за период 13-14 годы. Структуру Министерства культуры и историко-культурного наследия, сейчас у него после новой утвержденной структуры Кабинета министров, у них название изменилось, входит 28 структурных подразделений, в том числе это театры, школы, музыкальная школа и филармония и много других объектов культурного назначения. То есть достаточно известные объекты, которые в республиканском подчинении. В республиканском подчинении находящиеся. Скажите, пожалуйста, сколько человек осуществляет аудит? Достаточно ли сил у контрольной палаты для столь обширной проверки? Мы планируем мероприятие изначально, то есть это было плановое мероприятие, и исходя из этих планов мы также координируем этот вопрос тоже, также регулируем этот момент и, соответственно, определяем определенное количество сотрудников, инспекторов, которые будут проверять объект контроля. В данной ситуации объект проверяли около 4 человек, участвовали. Но в процессе самого мероприятия контрольного все материалы, уже практически готовые проекты актов, они проходят экспертизу у нас в правовом отделе, бывает, когда и в информационно-аналитическом отделе проходит. Только после этого дается соответствующее заключение о том, чтобы направить материал на подписание. Сколько времени потребовалось на проверку? И вот, несмотря на то, что корреспондент в нашем сюжете примерно сказала, какие были нарушения, все-таки что еще было зафиксировано? На проверку ушло достаточно долгое время, мы не уложились в сроки. Ввиду того, что уже в репортаже, который мы сейчас смотрели, было сказано, что учет и отчетность не в удовлетворительном состоянии в итоге оказалась по Министерству культуры, что и усложнило сам процесс самой проверки непосредственно. Заняло времени более 2 месяцев. Само контрольное мероприятие, и в дальнейшем еще практически более 2 недель заняло мероприятие, связанное именно с формированием самого акта и непосредственно уже подготовки отчета о результатах проведенного мероприятия на саму коллегию контрольной палаты, на утверждение коллегии. Скажите, выводы контрольной палаты когда были уже представлены в министерство? Выводы контрольной палаты в министерство были представлены уже в конце первого полугодия. То есть достаточно давно, да? Да. А чем связано, как вы думаете, то, что обнародовали выводы спустя столько времени? После последней обширной пресс-конференции, которая состоялась по инициативе СМИ, и где были дана информация о проделанной работе контрольной палаты, в котором значилось непосредственно само контрольное мероприятие по Министерству культуры. И сама, скорее всего, сложность выявленных нарушений наверняка не давала возможности окончательно до конца разобраться с той ситуацией, которая там была обнажена.
нашим контрольным мероприятиям. Я думаю, вот это главная причина. Все-таки основные и типичные нарушения в организациях государственных у нас? К сожалению, самое главное, у нас большая проблема с учетом бухгалтерским. Это голова всему. Нет учета, нет подтверждения, соответственно, и что приводит ко всякому роду домыслов и тому подобное. Ситуация с учетом из тех проверенных объектов я бы характеризовал как бы неудовлетворительную. В частности, по Минкультуре. Есть организации, где дела обстоят лучше или все в одинаковом примерном состоянии? Конечно, выводы не разнятся. В каких-то организациях нарушений больше, в каких-то организациях, соответственно, меньше. Есть существенные, несущественные нарушения, глобальные нарушения. Есть, конечно, разнятся материалы. А можно что-нибудь конкретно, вот, чтобы вы сказали, чтобы мы узнали о каких-то вот наиболее, можно сказать, таких выделяющихся фактах? Ну, если, например, взять по линии самой Министерства культуры, допустим, из всех подведомственных организаций, структурных подразделений Министерства культуры, вот мы тогда еще и на пресс-конференции выделил, это музей, государственный музей, то есть там учет был в удовлетворительном состоянии, составлялся баланс ежегодный, как бы замечаний со стороны контрольной палаты к деятельности непосредственно бухгалтерского управления именно по данному объекту не было. А другие объекты? Но в остальных объектах именно по Министерству культуры, к сожалению, ситуация была удручающая. Расскажите вот о заповедниках, да, культурных заповедниках, которые у нас есть. Как там обстоят дела? Что касается заповедников, более или менее, значит, там ведется более или менее учет, но нас больше заинтересовал вопрос в части именно использования государственной собственности в этих заповедниках. И что касается, вот, например, заповедника Великий Питиус, вот там были нарекания со стороны контрольной палаты и в части арендных отношений. И контрольная палата фиксирует момент о нарушении законодательства в данной ситуации. И мы считаем, что данный договор, как бы, он не должен был иметь место. Некоторое время назад контрольная палата проверила также РУПы и МУПы, так называемые предприятия, которые подведомственны Министерству экономики. Расскажите о тех нарушениях типичных, которые там были обнаружены. Это была специфическая такая тематическая проверка именно по основным фондам, основным средствам подведомственных структурных подразделений самого Министерства экономики. Их там достаточно большое количество. Если сказать кратко, то я бы характеризовал бы, то есть, результаты и выводы этой проверки, что сегодня имущество, как бы управление имуществом производится неэффективно, и в ряде случаев государство в принципе ничего не имеет от управления этой собственностью. Какие бы факты вы могли выделить? Фактов, по сути, там их много. Я думаю, что если практически по всем ведомствам, самый главный факт тот, что наше имущество не стоит в реестре государственной собственности. То есть это очень опасно для государства, может повлечь за собой коррупционную составляющую. И так не должно быть. Все имущество должно стоять в собственности государства, в каком бы состоянии оно ни находилось на данный момент. Но оно должно значиться и числиться. В связи с этим было дано соответствующее, помимо того, что мы сделали представление в Министерство экономики, мы сделали еще и представление самому комитету по имуществу и приватизации, который в соответствии со своим положением, это его главная задача, это
у нас в стране есть уполномоченный орган, который должен следить за эффективным использованием, управлением государственной собственности и иметь такие полномочия, контрольные полномочия. Скажите, вот обычно вот после таких проверок как бы люди хотят знать именно конкретику, не какие-то вот общие, да, обтекаемые, так сказать, вещи, которые там понятные, которые звучат совершенно нормально. Вот можно узнать что-нибудь конкретное там, о каком-либо предприятии или организации? Вот? Ну, я, например, бы сегодня выделил бы, у нас есть объект, достаточно возможно, если начнем их сегодня перечислять, все эти объекты, то люди, возможно, удивятся, что у нас есть такие объекты. Ну, есть у нас такая компания, как Абхазлизинг. По сути, она не выполняет свои полномочия, то есть функции, задачи, которые за ней закреплены в соответствии с ее уставом. И вообще, для чего она создавалась? Для того, чтобы заниматься лизингом в стране. Но на сегодняшний день вся деятельность сведена просто к аренде. Можно сказать про Сухумскую швейную фабрику. То есть я думаю, что эти объекты еще можно реанимировать сегодня. Почему я именно их называю? Вот Сухумская швейная фабрика. Кстати, в нашем отчете о результатах проведенного мероприятия мы акцентируем на этом внимание. При сегодняшних потребностях, вот, если посмотреть расходную часть государственного бюджета, то есть потребность в их изделии, то есть то, что они могут выпускать, в том числе, значит, потребность по Министерству обороны, по всем силовым структурам, по курортам и туризму. Есть потребность и по медицине. И я думаю, что исходя из параметров расходной части, мы могли бы делать государственные заказы, использовать, рассмотреть, если и нужно, и помочь его реанимировать, если нужно какое-то новое оборудование, соответственно, ему нужно дать. Производство будет на территории Республики Абхазия, оно будет в экономическом обороте, что это очень важно. То есть там тоже все сдается в аренду, насколько я поняла? Ну, последний заказ, вот если мне память не изменяет, то был где-то в 2012 году, и он в итоге был, кажется, расторгнут, это было Министерство обороны, и все, и после этого деятельность как бы приостановлена, и да, объект сдается в аренду. Как так может получиться? Вот предприятие не знает, не ведет никакой учет, да, бухгалтерский там или какой-то, оно не знает, сколько у него денег, как оно может вообще функционировать. Вот, что вы на эту тему думаете вообще, как профессионал? Так не должно быть. Это мера ответственности не только самого исполнителя, но в соответствии с положением о бухгалтерском учете, законе о бухгалтерском учете. Такую же ответственность несет и руководитель. В итоге право первой подписи за ним. Даже есть в положении о бухгалтерском учете сказано, что в случае отсутствия бухгалтера учет полностью ложится под ответственность самого руководителя. Либо он его должен сам вести, либо нанять человека ответственного, который будет вести этот учет. Это не снимает ответственности, ни с кого не снимает ответственности. А что грозит за невыполнение такого закона, такого вот распоряжения? В соответствии с законодательством есть, конечно, там часть административных правовых нарушений по КУАПу. Есть соответствующие меры в виде штрафов, но это как минимум увольнение, это как минимум, а так, если в процессе проверки будет выявлены какие-то грубые нарушения, хищения и присвоение государственных бюджетных средств, конечно, это уголовное преступление. Мы направляем материал в Генеральную прокуратуру. Понятно. То есть... В зависимости от того, как будет квалифицировать контрольная палата вид данного нарушения, если это серьезное нарушение, то оно, конечно, направляется в Генеральную прокуратуру. Контрольная палата провела проверку предприятий Министерства культуры и Минэкономики. Было ли еще что-то? Были, конечно, мероприятия. В этом году, значит, 12 законченных мероприятий и 2 мероприятия на стадии завершения. Что касается 2 мероприятий, которые на стадии завершения, то есть самого материала акта,
немножко тоже оказались очень объемными мероприятиями. Это исполнение бюджета Гагаринского района. И второй объект – это по линии курорта и туризма. То есть это достаточно, это практически целая отрасль и плюс бюджет Гагаринского района, как по доходам, так и по расходам. То есть проводим уже практически мероприятие закончено, идет формирование самого акта. А те 12, которые вы говорили? 12 мероприятий, значит, были проведены 3 выборочные проверки в части освоения средств, выделенных в рамках комплексного плана инвестпрограммы 2013-2015 годы. Это по линии образования, по линии спорта и по линии Министерства сельского хозяйства. Значит, по 3 направлениям были проведены 3 проверки. Было проведено, значит, в этом году мероприятие по расходованию, целевому использованию денежных средств, выделенных на содержание государственной службы охраны высших органов госвласти. В рамках выборочных проверок, значит, были проведены проверки, значит, фирмы ООО «Теплосервис» по освоению бюджетных средств, выделенных заказчиками им. И проводилось мероприятие по ООО «МИГ», проверялось, значит, по просьбе министра сельского хозяйства, проводилось внепланово, еще было у нас одно мероприятие, вот в числе этих 12 мероприятий, которые мы провели, это именно по Абхазсельхоззаготовке. Проверка Абхазсельхоззаготовки, которая также, к сожалению, было выявлено нецелевое использование средств, использование бюджетного кредита. Как вы определяете тех, кого нужно проверять, и кто обычно становится инициатором проверок? Инициатором проверок на сегодняшний день, за исключением вот то, что я сейчас сказал по Министерству сельского хозяйства, в данной ситуации это была ихняя просьба, мы ее рассмотрели на коллегии контрольной палаты, а все остальные проверки, которые проводила контрольная палата, инициатором была сама контрольная палата. То есть и Минэкономики, и Минкультуры? Все объекты, которые проводят, за исключением объекта Абхазсельхоззаготовка, все остальные объекты, это были инициатором, они входили в план мероприятий контрольной палаты. Кого еще будет проверять контрольная палата? По результатам проведенных мероприятий в этом году контрольная палата пришла к выводу, что необходимо проверить деятельность в части государственного, то есть в части эффективного использования государственного имущества и соответствие своим функциональным задачам орган государственного управления, уполномоченные в этой части, значит, проверять и следить за государственным имуществом в нашей стране, это Государственный комитет по имуществу и приватизации. И буквально на прошлой неделе была проведена коллегия. Коллегия единогласно решила проверить комитет по имуществу и приватизации в части эффективного использования выделенных средств, денежных средств бюджетных на содержание комитета. И второй вопрос о эффективном использовании государственной собственности комитетом по имуществу и приватизации непосредственно, потому что это единственный уполномоченный орган в стране, который должен следить за государственной собственностью, ее состоянием, ее использованием, ее управлением в нашей стране. И проверка началась буквально в четверг. Отчет по данному контрольному мероприятию, если каких-либо других не произойдет сложностей в проведении и ввиду объема проверки, то до 25 и 26 декабря коллегия должна рассмотреть отчет о результатах проведенного мероприятия. Результаты проверки Минэкономики нас навели на то, чтобы проверить. Сегодня это главный орган. Тут не только Министерство экономики виновато. Вообще, как Министерство экономики, как собственник сам по себе тоже не состоялся. Он не состоялся. Группы делали практически, получается, не все арендные договора, то есть вопросы, касающиеся непосредственно
списания имущества, собственности имущества, стройки и тому подобное, они не согласовывали, а что они обязаны были согласовывать. Отсутствие первичной, то есть отчетной документации, не представление этой отчетной документации. Даже если представлялась отчетная документация, то она, вот как написано в материалах проверки, она обрабатывалась только для показателей индикативного плана, чтобы посадить в индикативный план 4 показателя. То есть объемы, прибыль и все. То есть и то, исходя, их надо было обрабатывать, делать аналитику, смотреть, следить за планом счетов, за активами, за пассивами, смотреть, что происходило. Это аналитический учет, анализ, он дает очень много. И вообще он главный источник, который наводит на мысль, нужно его проверить или не нужно. То есть обрабатывать документы. Там, где все нормально, оно как бы сразу. Там, где ненормально, кто умеет грамотно, правильно проверять баланс, они, соответственно, видят все эти нарушения, нестыковки, которые потом наводят на мысль на проведение мероприятий. Скажите, пожалуйста, а как на предприятиях относились к проверкам контрольной палаты? Вот руководители старались, были недовольны, старались что-то скрыть, казалось вам? В мою сторону как бы каких-либо замечаний со стороны руководителей объектов контроля не было. То есть в отношении инспекторов от контрольной палаты. Ну, а в основном, если общаюсь с инспекторским составом, то от них тоже как бы таковых серьезных сигналов нет. Контрольная палата не так давно функционирует в Абхазии. Скажите, да, какие основные проблемы, какова там кадровая составляющая? И расскажите вот о перспективах, как вы думаете, вот хотя бы на следующий год. Ну, конечно, я для себя сегодня, как для председателя контрольной палаты, ставлю, конечно, главную задачу – это организацию самой работы контрольной палаты. Функции и задачи, они прописаны в законе, и мы беспрекословно должны их выполнять и следовать нашему закону. Но для того, чтобы им следовать, нам, конечно, ввиду того, что она действительно молодая организация, то есть назначение первого председателя было всего лишь 29 апреля 2013 года. Организация действительно охватывает большой объем работы, как в плане оперативного контроля за исполнением бюджета страны, как в плане проведения последующего контроля и как в плане предварительного контроля. То есть достаточно много задач и функций. И более того, еще и следить, вот как мы ранее уже говорили, в части использования, эффективного использования государственного имущества, контролировать именно за внутренним и внешним долгом страны, контролировать за движением бюджетных средств в Национальном банке страны. То есть достаточно много полномочий у контрольной палаты. И главная задача первого председателя контрольной палаты, конечно, заключается в организации этой работы. Контрольная палата нуждается в поддержке? И какая она должна быть? Контрольная палата, конечно, нуждается в поддержке, потому что без поддержки у нас ничего не получится. Как говорится, один в поле не воин в любом случае. Но мы ощущаем эту поддержку сегодня, могу сказать. То есть все представления контрольной палаты, вот по примеру, значит, можно сказать, Министерства экономики, по примеру Министерства культуры, значит, это говорит о том, что мы нужны государству, и наша задача, действительно, которая стоит, она как бы оправдывает себя. То есть все действия контрольной палаты направлены только на решение государственных задач. Скажите, пожалуйста, что включает годовой план на 2016 год? На 2016 год годовой план находится на стадии формирования. То есть сейчас каждый из аудиторов по своим направлениям деятельности и, соответственно, зампредседателя контрольной палаты по моему поручению на него возложена деятельность в части исполнения бюджета нашей страны, следить, как выполняются наши параметры, как по доходам и расходам в полном ли объеме. То есть вот сейчас готовится мероприятие, то есть каждый из них готовит план мероприятий по своим направлениям деятельности. И я думаю, что под конец года будет принят годовой план работы на 2016 год.
И хотел бы еще, у нас такая практика заведена, то есть в каких-то случаях за 3 дня, в каких-то случаях за неделю мы ставим в известность официально объект контроля о том, что будет проводиться мероприятие контрольной палаты. Возможно, будет так, что контрольная палата станет таким мобилизующим фактором для чиновников. Возможно так? Ну, я думаю, что и должно быть так. С одной стороны, наша задача главная – это обнажить результаты проверок, какие бы они удручающие не были. Контрольная палата упреждает наши органы исполнительной власти о том, что есть такие нарушения, их надо исправлять. И если они не будут исправлены, то ситуация будет еще хуже. Контрольная палата – это не карательный орган. Мы помимо самих непосредственных контрольных мероприятий, мы еще и занимаемся предварительным контролем, что немаловажно. Вот это делаем заключение на законопроект о республиканском бюджете страны. И этот документ является, по сути, упреждающим документом со стороны контрольной палаты. Если при формировании данного проекта, составлении данного проекта контрольная палата видит какие-то нарушения или какие-то нестыковки или необоснованные какие-то параметры, как в доходах и расходах, мы обязаны это отражать и представлять парламенту для того, чтобы он принял как минимум к сведению и к руководству данное заключение, для того, чтобы внести изменения в данный законопроект. Кто контролирует контрольную палату? Или это такой же орган, наподобие судебного, совершенно независимый? Ну, мы обладаем организационной и функциональной независимостью. Все, что мы делаем сегодня, все законченные, то есть материалы, они оформляются в виде отчета о результатах контрольно-ревизионного мероприятия, проведенного, мы направляем в парламент Республики Абхазия. И по результатам этих отчетов направляется также информационное письмо президенту, то есть ставится глава государства в известность о выявленных нами нарушениях, и, соответственно, и кабинет министров. Мы подотчетны парламенту. И в соответствии с нашим законом мы ежегодно должны представлять отчет о проделанной работе Народному собранию парламента Республики Абхазия. Спасибо, Роберт Иванович, что пришли к нам на передачу и так подробно ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Напоминаю, что в нашей студии был Роберт Аршба, председатель контрольной палаты Республики Абхазия. Мы продолжаем свой выпуск. В субботу, 31 октября в 6:30 утра в городе Гагра лопнул резервуар с водой. Объем резервуара 3500 тонн, и вся вода хлынула в город. К счастью, пострадавших нет. Там эти трубы ты с твоими... Не, я с моими протезами там не пойду. Давай насос. В Гаграх сегодня где-то 6:30 водохранилище по улице Леон. Стена рухнула, и вода где-то около 3500 кубов пошло по улицу, за собой выметая все, машины, задето дома. В принципе, к счастью, нет жертв, но если оно случилось бы чуть позже, в районе 8-9 часов, конечно, от жертв было бы не избежать. Тут наверху у нас бассейн водоканала. Он был в аварийном состоянии. Их предупреждали, все время говорили. Это еще до войны было. Но никто на это внимание не обращал. И вот она где-то, не знаю, 4 метров она точно шла, вода. Машины уносила, деревья, я не знаю, вообще просто оно разрушило все. Высоковольтные эти столбы, деревья с корнями, все вот вы видели, да, ну, вот тут вот все, заборы, калитки. Сейчас ситуация стабильная, значит, все службы городские работают, в том числе и МЧС.
помогают жителям, куда попала вода, идет уборка, железную дорогу очистили, поезд пошел. Касаемо водоснабжения, там они перекрывают вентили, и вода самотеком пойдет в город. Как получили сигнал о бедствии, сразу Гагринская служба спасателей пожарные выехали. Мы, в свою очередь, сразу выехали туда, посмотрели обстановку, начали откачивать воду, убирать все, что возможно. То есть там и местное население, и спасатели совместно они выполняли эту работу. Там не надо было кому-то что-то подсказывать, люди видели, и надо было помогать, и все дружно помогали. После обеда в Гагру выехал премьер-министр страны Артур Микваби, чтобы лично оценить ущерб от аварии. Глава правительства посетил наиболее пострадавшие объекты, в том числе и подвергнувшиеся затоплению частные дома. Премьер-министр пообщался с жителями города, понесшими материальный ущерб в результате аварии, чтобы непосредственно узнать о том, какая помощь им необходима. Подробности в репортаже Сария Смыр. На место происшествия аварии выехал премьер-министр Артур Микваби. Вместе с главой администрации Гагарского района Бесланом Барцис они осмотрели наиболее пострадавшие участки, а также пообщались с жителями. После осмотра пострадавших от аварии объектов премьер-министр дал оценку сложившейся ситуации. Это фактически техногенная авария. Ущерб, конечно, нанесен большой. И главное, я просто пользуясь моментом, хочу прежде всего извиниться перед гагринцами, что вопрос снабжения воды, конечно, затянется. Это будет 1,5-2 месяца. Мы постараемся значительно быстрее это сделать, насколько можно быстрее сделать. Но сейчас трудно определить, потому что специалисты должны более тщательно изучить. Пострадали жители, нанесенный материальный ущерб, это и дома, там вошла грязь, машины побиты. Это все будет компенсировано. Мы все сделаем для того, чтобы этот вопрос был быстро решен. Ну и главное, что я хочу сказать, нам, конечно, всем повезло, что при такой аварии на самом деле никаких жертв нет. Задача сложная, но мы вместе с администрацией города и, естественно, я сюда приехал, президент об этом знает, мы выделим деньги для того, чтобы ликвидировать последствия того, что сейчас произошло. Последствия разрушения резервуара с водой не были полностью устранены даже к вечеру. На месте происшествия все еще работали аварийные службы. Расчищали дороги от образовавшегося ила, убирали побитые машины. Несмотря на все это, водоснабжение жителей близлежащего района было восстановлено в течение светового дня. Вместе с премьер-министром прибыло управление капитального строительства. На месте было предварительно принято решение о том, что этот резервуар будет восстанавливаться на месте, та обрушившаяся часть будет восстановлена. Это займет определенное время, порядка 1,5-2 месяцев, но это не значит, что на этот период времени город будет без воды. Мы будем подавать ее напрямую, то есть не используя резервуар, закачивающаяся ветка пойдет на распределение. Город будет снабжен водой. Единственное, давление уже будет не на том уровне. Я думаю, люди понимают, о чем я говорю. То есть вода не будет подниматься на самые высокие этажи, но на определенный уровень мы сможем подать воду. Так будет продолжаться, пока мы не восстановим этот резервуар, и цикличность этой подачи воды не будет восстановлена в полном объеме. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня с утра оказывал нам активную помощь. Все службы города, мы были мобилизованы, соседи очень активно подключились к этому процессу. И люди, которые не проживали на этой улице, тоже откликнулись. Причины аварии пока неизвестны. Их будет устанавливать специальная комиссия во главе с премьер-министром Артуром Микваби, которая была организована в течение дня. Сария Смыр, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. 31 октября в солнечный осенний день шли полным ходом ремонтные работы на одной из столичных улиц. Проблема дороги, которая более 20 лет периодически затапливалась небольшой речушкой и ливневыми стоками, похоже, нашла свое решение. Средства, необходимые на ремонт, выделили сухумские предприниматели Амиран Хаджимба и Борис Осия. На месте ремонта побывала наша съемочная группа. Репортаж Амры Амичба. Автомобилистам хорошо известен этот участок дороги. Прилагая максимум терпения и выдержки, выстраиваясь в очередь, им приходилось пропускать встречные машины. На узкой дороге двум машинам не разъехаться. Небольшая речушка Адзябш, в которую втекает речка Гаригвара и другие малые воды с верховья столицы, становится довольно-таки полноводной в дождливую погоду.
Кроме воды, реки несут огромное количество мусора, сбрасываемого несознательными гражданами. Все это приводит к засору и заиленности реки Адзябш. И выливается она из берегов в районе железнодорожного моста, под которым проходит автомобильная дорога. Месяц назад на свои средства с привлечением соответствующей техники очистил реку бизнесмен Амиран Хаджимба. И на этом не остановился. Наблюдая каждый день по пути на работу картину коллапса движения, предприниматель решил отремонтировать дорогу. Инициативу Амирана Хаджимба подхватил молодой предприниматель Борис Осия, который выразил желание дать необходимое количество бетона. И вот они совместно сегодня решают вот эту проблему, извечную проблему города. Я надеюсь на то, что другие предприниматели возьмут пример с них и будут чем-то по мере возможности помогать городу. Это город принадлежит каждому, кто здесь живет. И каждый должен понимать, что он должен внести свой вклад в развитие города. Инициативу предпринимателей с благодарностью восприняли в администрации города. И сотрудники коммунального дорожно-строительного управления водоканала все вместе дружно взялись за работу. В результате расчистки обочины дорога стала шире. К тому же открылась большая подпорная стена. Нашли миноискателем колодец канализационный. Производится ремонт, завершаем его ремонт, то есть поднимаем и делаем аварийный такой перелив, чтобы здесь вода не скапливалась. В дождливую погоду вода будет подниматься, но тем не менее она будет быстрее и уходить. То есть возможность проезда будет нормальная и доступная. Это очень большой вклад для города, поэтому хотелось бы поблагодарить наших предпринимателей. Забетонированы будут не только часть дороги непосредственно у моста, но и подъезды к ней, которые уже расчищены и расширены. 15 сантиметров, а местами и больше заливаемого бетона укрепит армированная основа. Из-за ремонтных работ движение здесь перекрыто на 10 дней. Водителей просят выбирать объездные пути. Ремонт данного участка дороги существенно разгрузит центр города, считает столичная администрация. Здесь всегда большой поток машин, направляющихся на рынок. В ближайшее время администрация города Сухум направит письмо в соответствующие службы с просьбой установить светофор на пересечении улиц Дзария и Бегуа. Амрам Бичба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. В Абхазии находится делегация из Татарстана в составе 15 человек. Все они представляют различные туристические агентства Татарстана. В субботу, 31 октября, делегация посетила гостиницу «Анакапия Клаб» в селе Приморское и несколько туробъектов в Новом Афоне. Делегацию сопровождал замминистра по туризму Республики Абхазия Астамур Ахба. Основная цель визита – представителей различных туристических агентств Татарстана увидеть своими глазами Абхазию и оценить уровень туристического развития страны. В течение нескольких дней эта группа имела возможность ознакомиться с достопримечательностями Абхазии и, что немаловажно, увидеть своими глазами места, где туристы останавливаются на время своего отдыха. База отдыха «Анакапия Клаб» в селе Приморское функционирует не так давно, но уже стала любимым местом отдыхающих. Здесь гостям показали номера и рассказали о существующих услугах. Для многих гостей приезд в Абхазию стал настоящим открытием. Они признаются, впечатления от увиденного самые лучшие. Подобное мероприятие в Абхазии проводится впервые. По словам Астамура Ахба, для того, чтобы туристический бизнес развивался, мы должны налаживать связи со всеми туристическими объектами России. В субботу делегация из Татарстана выехала на родину. Впечатления просто отличные. Все нам очень понравилось. Погода у вас шикарная, возможностей туристических, мне кажется, настолько много, что вам тут делать и туристов принимать вообще пачками, так сказать. Мы были в 10, наверное, точно санаториях, пансионатах. Очень разные. Есть новые шикарные, есть постсоветские. По ним это видно, но на разную ценовую категорию. Никогда не была в Абхазии, этих объектов не видела до этого. Вот, было очень интересно посмотреть, как это выглядит вживую, потому что вживую это всегда или лучше, или хуже, чем фотография. По приглашению наших коллег абхазских мы организовали рекламный тур в вашу республику. Привезли 15 человек туроператоров, 2 транспортные компании. Цель нашего визита – ознакомиться с возможностями Республики Абхазия, посмотреть, как вы можете принимать наших туристов. Мы хотели показать, что в такое время, в межсезонье, что туристы могут жить и отдыхать в Абхазии, и принимать солнечные ванны, при этом посещать и другие зоны Республики Абхазия.
аграрный туризм надо развивать, так как у нас в осеннее время очень много фруктов созревает, особенно это цитрусовые. Вы знаете, насколько интерес проявляют граждане Российской Федерации к нашим экологическим чистым фруктам и продуктам. Для этого показать на самом деле, как в Абхазии проходит жизнь. Это все наиболее заметные события субботнего дня. Всего вам доброго, до свидания.